Планировали сегодня с Артемом поиграть в плей-баре «Маракана». Артем приболел. Я, в принципе, недалеко от этого места. Наверное, пойду поиграю одна. Артем, прости. Нет, вы знаете, в плей-бар «Маракана» веселее приходить с хорошей компанией. Одной не так весело. Хоть чай вкусно попил. Что касается культурной жизни, на этой неделе можно будет пойти и в Русский, в Остинский, в Дегорский театр. Программа очень насыщенная. Например, в Русском театре можно пойти на спектакль «Афинские вечера» 13 декабря, а 14 декабря повторно покажут спектакль «Шельмек-Демщик». Ну а в Дегорском театре покажут спектакль «Соседи» 12 декабря. Долгожданная новость для любителей творчества Толкина. В кинотеатрах нашего города наконец-то покажут финальную часть трилогии «Хоббит». Ты обещал. Ты принес лишь смерть и разорение. Гора твоя, тебе этого мало? А теперь будем ее защищать. Я пришел за тем, что принадлежит мне. Это был последний ход в давней игре. Этих летучих мышей вывели с одной целью – убивать. Предоставьте Саурона мне. Ты это начал. Но с твоего позволения закончу это я. Что остается делать? Перед лицом смерти. Я не буду отсиживаться, пока другие гибнут за нас! Осталось ответить лишь на один вопрос. Чем закончится этот день? 12 декабря в Остинском театре покажут «Черную бурку». Нет Артема, нет и клубной жизни. Но я не очень расстроена по этому поводу. Ходите лучше в театр, друзья. 19 декабря вы сможете пойти на спектакль «Богатый дом». Живая музыка, бешеная энергетика, положительные эмоции – все это вас ждет на первом большом сольном концерте Никиты Васильева, который пройдет 12 декабря в концертном зале СУГУ. Торопитесь, билетов осталось очень мало. Сегодня в гостях у видеоафиши, не побоюсь этого слова, всеобщий любимец, участник проекта «Голос», музыкант, певец Никита Васильев. Это все о тебе. Да? Привет. Я думал, мы кого-то еще ждем. Привет. Как дела? Уже лучше. Вот сейчас рядом с тобой, да. Никита, я помню, мы с тобой общались еще до проекта «Голос», до твоего переезда туда. Тогда ты немножко переживал, нервничал. Сейчас передо мной сидит уверенный молодой человек. Скажи, пожалуйста, Никита до проекта и после — это два разных человека. Изменился ли ты? Да, я не изменился. Не, я все тот же неуверенный парень, просто с новой маской. Не, ну на самом деле немного, конечно, меняет проект. Я надеюсь, что в хорошую сторону. Я понял, что
все возможно, и любые цели, которые ты перед собой ставишь и к которым стремишься, рано или поздно они будут достигнуты. Главное к этому идти и верить. Вот. Наверное, вот это и есть то отличие, которое придает мне немного такой уверенности в будущем, что есть за что бороться. На проекте «Голос» у меня появилось много интересных и полезных знакомств. Те люди, о встрече с которыми я когда-то мечтал и не мог даже представить, что с ними буду стоять рядом, общаться и на какие-то темы задавать вопросы, теперь стало реальным, и для меня это большой опыт, и я думаю, впоследствии даже какая-то польза. Насколько я знаю, ты изначально хотел попасть в команду Леонида Агутина, но выбрал Пелагею. Не жалеешь ли ты о своем выборе? Нет, абсолютно не пожалел о выборе, хотя, наверное, со стороны казалось, что сильно должен пожалеть после батла, но абсолютно не пожалел. Мне очень понравилось с ней работать, не только работать, общаться. Она очень открытый, светлый человек, и я ее не осуждаю за ее выбор. Это шоу, на этом жизнь не заканчивается. Вот. Я считаю, что были 2 хороших, ярких эфира, и для меня это самое главное. Это была моя цель, когда я шел на проект, в правильном ракурсе засветиться. Не просто спеть что-то, то, что забудется через 2 минуты, а спеть именно те песни, тот жанр, и в таком ракурсе, как я хотел бы развиваться дальше, чтобы люди видели меня именно вот таким, какой я есть на самом деле. Насколько я знаю, ты изначально хотел попасть в команду Леонида Агутина, но выбрал Пелагею. Не жалеешь ли ты о своем решении? Я хотел пойти к Агутину изначально. Еще в прошлом году, когда я прошел кастинги на 2-й сезон «Голоса», у меня в мыслях было только лишь один путь, и этот путь был в команду Леонида Агутина. Вот. И, в принципе, с этими мыслями я и прожил целый год. Я тогда не успел выступить на слепых прослушиваниях, прямо передо мной закончились места в командах, и меня с другими ребятами, такими же, перекинули на 3-й сезон уже. Вот. В общем, целый год я готовился к тому, что я пойду в команду к Леониду, тем более музыкальные редакторы, режиссеры, они, слыша мою интерпретацию, Саня, она, в принципе, осталась еще с прошлого года, приблизительно мне намекали на то, что я клиент Агутина, как они говорят, клиент Агутина. Вот, это меня успокаивало, с одной стороны, и я знал четко, что я иду туда, и что велика вероятность, что повернется Леонид, так как если музыкальные редакторы даже, слыша, они же понимают. Вот, поэтому это меня успокаивало немного, но когда повернулась Пелагея, во-первых, она была первая, да, а во-вторых, она очень эмоционально на это среагировала, меня завела публику очень ярко, и я думаю, на моем месте любой другой поступил точно так же. Но я абсолютно не жалею о том, что я пошел к ней. Пока человек уходящий говорит на сцене, у наставников есть время нажать кнопку. Вот. И я долго-долго говорил, благодарил всех. Рядом стоит Нагиев, и я в определенный момент уже понимаю, что нечего говорить. Я говорю: Дима, выручай. Подожди, как? Я говорю: Дима, выручай. Вдруг, пока ты тянешь резину, кто-нибудь по кнопочке-то хоп, хей-ла-ла-лей, и я опять в проекте. Расскажи, пожалуйста, про отношения с участниками проекта за кулисами. На самом ли деле все так друг друга поддерживают? И про Пелагею тоже расскажи. Какая она вне экрана? На самом деле все искренне. Когда я шел в этот проект, по крайней мере, с телевидения некоторые вещи, когда ты смотришь это на экране, кажутся наигранными. И думаешь, там же все такая борьба, конкуренция. По логике вещей, как это бывает в жизни, должны как-то там завидовать, и конкуренция какая-то должна быть. Но на самом деле все очень дружные. Я не знаю, может быть, это наш сезон такой был, или может быть, это наша команда такая сплоченная. У нас все было без каких-то посторонних разговоров за спиной. Все было прозрачно и искренне. Все друг друга поддерживали. Даже к нашей команде тянулись ребята из других команд, потому что, видимо, какая-то вот такая теплая атмосфера изначально сложилась.
И я думаю, что сложила эту атмосферу и задала такой тон Пелагея сама. Да, потому что она изначально очень добрый, позитивный, открытый человек. Она к себе расположила всех нас и точно так же сплотила нас, и мы друг другу все открылись. Вот. Поэтому Пелагея абсолютно такая же искренняя, такая же открытая, позитивная, жизнерадостная, как она на экране, такая же она и в жизни. Но на репетициях она, конечно, включает такого наставника и может поругать, может какие-то указания дать и сказать, что вот с этим, ребята, давайте вот сейчас работаем. Я понимаю, что сейчас все твое внимание сосредоточено на концерте, который состоится сегодня вечером. Мы с группой Суфле приезжаем во Владикавказ. Я пригласил их сюда для того, чтобы дать хороший, качественный, живой концерт, которых, к сожалению, в республике бывает мало. Вот. У меня были и раньше много предложений сделать сольный концерт, но я отказывался, потому что я не был и сам готов морально, и творчески, наверное. И не было такой возможности собрать хороших музыкантов, чтобы сделать это действительно качественно и интересно, не на местном уровне. Вот. Теперь эта возможность появилась. В части благодаря проекту «Голос», ну и благодаря Спартаку Уралу. Вот. И я надеюсь, что концерт пройдет очень хорошо. Мы долго готовились. Программа очень интересная, будет особенно тем людям, которые следили за «Голосом», за проектом. А что после концерта? Ты уже строишь планы на будущее? Я знаю, что будет после концерта, будет еще один концерт на следующий день в клубе Infinity. Вот. А вообще, если глобально, то, естественно, концерт это такая ступенечка, к которой я давно шел, и я рад, что наконец-то на нее взберусь. Дальше творческие планы. Я хочу писать свой материал и развиваться. Ну, надеюсь, что будут клипы на удачные песни. Вот. И хочу продвигать свой материал уже за пределами республики. Благодаря тому, что произошло накануне. Никита, расскажи про свои любимые места, где ты любишь отдыхать у нас в городе, в республике даже. Я, наверное, буду банальным и скажу проспект. Вот, ну, если говорить заведение, то, наверное, это будет неправильно, это будет считаться рекламой. Так что я просто скажу проспект. Да. Там много заведений, да. Поэтому... Раньше любил водную, но немного, наверное, вырос из этого возраста. Вот. Теперь у меня такое место проспект. Никита, если бы у тебя была возможность встретиться с человеком, любым человеком, когда-либо жившим на Земле, с кем бы ты встретился и что бы ты у него спросил? Почему-то первые мысли такие творческие в голову лезут, но на самом деле, подумав и взвесив, наверное, очень интересная встреча была бы с кем-то из своих дальних родственников, о которых я не знаю и не слышал. Ну, вот, поколения и поколения назад. Вот очень интересно было бы узнать, какие они были, и кем они являлись, и вообще какая у них была жизнь. Я очень рада, что твой первый сольный концерт проходит у нас в Владикавказе. Желаю тебе хорошего настроения, хорошей благодарной публики. Уверена, что все пройдет хорошо. И напоследок такая небольшая просьба. Исполнишь куплетик из Сани? Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile at me and really is a pain. The dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere, sunny one so true. I love you,